Научно-практическая конференция по сохранению сары-челека развернулась в самом заповеднике в селе Аркыт. Кстати, это единственный заповедник в стране, где на территории имеется целый поселок с более чем 1300 жителями. И это село только разрастается с каждым годом, что, естественно, является одной из причин ухудшения биосферы. А сохранять, собственно, здесь есть что. Заповедник Сары-Челек является мини-моделью природы Кыргызстана, как сообщают сыновья основателя заповедника Николая Виноградова. Алексей и Александр. От былого биоразнообразия практически ничего не осталось. По тем временам, могу вот сказать, сейчас мы здесь находимся, да? Вот, клуба не было, этого не было. Вот к этим орехам вниз спускались кабаны. Понимаете, да? Через дорогу был вольер, в котором жила Элик. Элик, мы ее так называли, это была косуля. Здесь нельзя было услышать ни лая собак. Вот. Здесь очень редко проходили люди. По той самой причине, что здесь работали научные сотрудники, и режим работы заповедника соблюдался по полной программе. В первую очередь страдают ореховые леса. Деревья тут вырубаются и используются в виде топлива зимой. Покупать уголь местным жителям не по карману. Черное золото сюда завозится из Ташкумыра. Однако, как утверждают местные жители, в основном дрова собираются из валежа и снеголома. Я думаю, давно пора бить тревогу, потому что вот близ села вот эти леса деградируют. Об этом все ученые знают. Деградируют в том плане, что сели везде, с каждых слоев приходят, потому что количество скота увеличивается у населения, не контролируется в последние годы. Однако местные жители – это только полбеды. Немалый урон здешней экологии наносят туристы, причем обычно отдыхающие из Кыргызстана. На берегу Жемчужины, озера Сары-Челек, разводят костры, купаются в воде, ловят рыбу и оставляют за собой горы мусора. Однако на момент нашего приезда всего этого не удалось застать. Все потому, что туристический сезон начинается с начала лета, пока тут кристально чисто. Да, вам не показалось, я только что выпила воду из озера Сары-Челек. Между прочим, эта пресная вода намного чище той, которую мы пьем с вами из-под крана. Вода здесь настолько кристальна, что, сидя на берегу, можно увидеть, как на дне плавают рыбки. Здесь обитает в основном рыба-маринка. Запрещается здесь не купаться и не ловить рыбу. Но в разгар сезона туристам делают исключение. И в жаркую погоду можно окунуться в эту прохладную воду. По идее, штраф налагается как на купание, так и на рыболовство. По словам сотрудников заповедника, за одну особь предусмотрено 1100 сомов, а за Эльбирса целых 10 миллионов, так как животное находится в Красной книге. Однако следить за всеми не удается. Штатная единица заповедника была сокращена до минимума, что не осталось места даже для научных сотрудников. Количество туристов растет с каждым годом. Бывают случаи, когда они купаются в озере. Мы пытаемся вести разъяснительные работы и предупреждать такие действия. Из животных, обитающих здесь, в Красную книгу внесены бурый медведь и лесная рысь. Они здесь есть, мы их периодически видим, находим следы на земле, ведем учет всех животных. Забеспокоились за состояние заповедника Сары-Челек и ответственные госорганы. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с ПРООН запустили проект по сохранению биоразнообразия данной земли. В нашем проекте предусмотрены программы альтернативных источников доходов, возможности получения прибыли при взаимосвязи с населением, с природой, только не в направлении ущерба, в направлении развития и экологии, и развития доходоприносящих направлений, то есть развития туризма, создание благоприятной обстановки. Проблема сохранения заповедников существует по всей стране, не только в Сары-Челеке. Появляются новые вызовы, на которые нужно реагировать. Сегодня мы обсудили 3 пункта, в том числе и вопросы туризма. Как привлечь местное население к развитию этой отрасли. Сложно найти баланс между сохранением природы и туризмом. Люди здесь не хотят оставлять свои дома, поэтому мы предлагаем им свои дома превратить в гостевые и вывести их за пределы заповедника, а туристов приводить сюда на лошади. По итогам этой конференции был разработан проект меморандума о дальнейшем развитии сети особо охраняемых природных территорий. Этот документ может теперь стать прецедентом для начала разработок законопроектов, внедрения пилотных проектов. Перизат Бакытова, Азирет Осмонов, Эрнис Умралиев, Нью ТВ.